Мне было трудно. Приходилось пройти через многое. Об этом нужно говорить. Потому что если что-то есть ценное в Далере Назарове, то только опыт жизни. Я есть живой опыт. Говорит о себе гость сегодняшней программы «На перекрестке». Здравствуйте, Далер Мехрубанович. Мы с вами решили говорить о ваших опытах, вернее, о музыкальных опытах. В связи с этим хотелось бы начинать с самого первого, но последние обстоятельства немножко изменили наши планы. Дело в том, что недавно с успехом прошли ваши гастроли в Узбекистане. Один наш общий знакомый об этих гастролях отзывался так. Миссия Далера Назарова заключается в том, чтобы быть таджиком-пилигримом, разъезжать по городам и рассказывать о Таджикистане через свои песни и так служить ей. Как вам это удается? Я вот об этом не задумываюсь, потому что вот вы сказали музыкальный опыт, а для меня и все опыты одни и те же. И опыт жизни, опыт музыки, опыт общения, опыт взаимопонимания, опыт постижения чего-то, опыт обучения чему-то. Это все один и тот же опыт. Это самопознание, это путь самопознания. Мы через этот путь познаем самих себя. Я люблю свою землю, люблю свою жизнь, люблю весь мир, люблю всех людей люблю. Мой народ – это народ, где я вырос, который мне подарила культуру, воспитание. И самое лучшее, что я могу сделать для других людей, которых люблю в этом мире, это рассказать им про тех, кого я знаю. И я думаю, что главная миссия вот этих встреч с этими людьми для того, чтобы сказать, что там живут такие же люди, как вы. Если я вас пока еще не знаю, то я могу вас узнать именно потому, что я знаю тех, кто меня воспитали, научили, подарили это понимание жизни, все. То есть, с одной стороны, это как бы нести историю и послание своего народа и своей земли, а с другой стороны, это способ узнать других. Потому что мы можем быть интересными для других именно тем, какие мы есть. И, естественно, тем, насколько нам интересно знать о других. И в этом смысле как раз музыка, она самый естественный способ взаимодействия, взаимоотношения с незнакомыми людьми, потому что она моментально нас сближает. Это как бы, я понимаю, что и на других встречах у людей, там, научных конференциях, все равно оно в итоге приходит к какой-то дружбе, к знакомствам, благодаря которым потом создаются какие-то общие вот эти открытия, и от этого границы между нами становятся все более прозрачными, все более тонкими. Но вот музыка, она обладает особым таким вот воздействием, потому что буквально при удачном подаче музыкального материала, и если цель действительно не показать себя, а создать мост между тобой, тем, которого сотворила твоя земля родная, твой народ, и создать мост между теми, которых ты как будто бы не знаешь пока еще. Но когда ты узнаешь, что и ты их тоже всегда знал. Потому что такое стать ближе? Это узнать в другом себя. То есть узнать в других, что они такие же, как мы. И все люди, проблема человечества, она в том, что мы друг друга не знаем. Сегодняшняя задача для человека, любого на Земле, это не быть только вот в кругу своей вот этой вот очерченной границы, да, а выходить за ее пределы. Выходить за ее пределы для того, чтобы свой мир сделать шире. Понимаете, пока мы самого себя не расширим, пока мы не раскроем свой потенциал, мы не сумеем других понимать, мы не сумеем этому миру приносить какую-то пользу, мы не сможем находить нужные слова, если мы сами не развиваемся, не раскрываемся. Поэтому во всем надо понимать, что все тебе дарит вот это раскрытие. Мы едем как будто бы нести культуру Таджикистана, но благодаря этому эти люди, которые приходят к нам на концерт, они нас раскрывают, они нас поражают, удивляют, потому что это же удивительно, что полный зал в Узбекистане был, и там были и таджики, и узбеки, я их не отличал.
Но после того, как брали у них интервью, я вот программу смотрел, там было много узбеков, которые на узбекском языке разговаривали. Они говорили по-узбекски свои впечатления, и я, как бы не зная языка, я все понимал. Почему? Потому что мы уже сроднились. Потому что мы говорим на одном языке, языке души. Осталось только слова выучить, узбекский. А про что они говорят, я уже точно знаю. Так если весь мир, который не знает слова друг друга, но душей друг друга понимают, они все будут двигаться к созиданию. Вот в чем и является вот эта цель. Я думаю, что сама цель вот этого соединения людей и позволяет нам сделать все так, чтобы оно удавалось. Оно удается только потому, что основная цель – это сблизиться с людьми, а не разделиться. Основная цель – не подняться над людьми, а наоборот, найти способ, чтобы мы были равными. И найти больше общего, чем различий. Мы всегда искали, чем мы отличаемся. Везде все народы, они рассказывают, вот у нас такое, вот у нас такое. А я думаю, что сейчас пришло время, когда мы говорим, вы знаете, у вас есть вот это, у нас тоже оно есть. Вы знаете вот это слово, у нас тоже оно есть. И чем больше вот этого, через это мы придем к тому, что то, что нас разделяет, оно не станет предметом наших споров и предметом выяснения и того, чтобы это приводило нас к каким-либо конфликтам. Поэтому я думаю, что просто время наступило для того, чтобы двигаться по всему миру и всем просто говорить, что мы тот народ, который несем мир, любовь и желание как бы поселить в своем сердце как можно больше людей. Вы в своем творчестве очень успешно развиваете национальные музыкальные традиции. Было бы интересно узнать, согласны ли вы с мнением некоторых музыковедов, которые считают нашу фольклорную монодиной, а некоторые другие многоголосой? Иногда один инструмент на одной струне способен передать такое многоголосие. Ведь музыка, она же звучит в сердце человека. Она не в инструментах, не в оркестровках, не в аранжировках. Она музыкой становится в нашем сердце. Если она способна пробудить в нас Вселенную, то тогда все звезды начинают петь в ней. Поэтому я, например, всегда считал, что не надо обрабатывать народную музыку, не надо ее обогащать, ее надо постигать. Она настолько богатая, она настолько прекрасная, как вот эти чистые родники, которые текут. Ну что там, вода просто течет. Вот там гранатный сок, вот апельсиновый сок, вот еще что-то. А это просто чистая вода. Но она тысячелетиями течет по этому руслу. Эти родники, эти реки, они текут. Мы пьем, и все равно мы тоскуем по этой воде. Потом, когда опять попадаем туда, мы ее пьем, мы опять понимаем, что мы хотим действительно, наша душа, наше тело хочет именно вот не подсладенной, не приправленной какими-то этими, а вот эта прозрачная чистая вода. Вот эта прозрачная чистая вода, это является наша народная музыка, которая настолько глубокая, да, что если непрерывно одно поколение себя отдаст ей, то оно будет всего лишь ступенью для того, чтобы подготовить следующее. Я говорю про ту музыку, которая уже была, про то, что вот я, например, всю свою жизнь был как бы под впечатлением творчества Кашариф Джураева, да. Ну, вроде бы все понятно, да, я аккорды положил на эту музыку, на эту. Он поет все, у него просто тамбур, сын играет на тавлаке, они вдвоем поют. Они вдвоем поют, а такое ощущение, как будто там человек 30 поет. Там же нет 30 человек, там же нет даже 5 человек, они двое. Вот просто тамбур, причем тамбур играет тему голоса, он не добавляет никаких созвучий, там никаких контрапунктов, ничего нет. Вот они вдвоем поют, и это звучит гораздо мощнее, чем любой сегодняшний ансамбль, который оснащен самым сильным техническим оборудованием, клавишами, аккордами, гитарами, барабанами, подпевками, саксофонами. В чем дело? Почему никто над этим не задумался? Вот меня вот это удивляло. Почему я добавляю туда звуки, и она все равно не становится такой убедительной, не становится такой красивой, она не становится такой выразительной, как она звучит просто одним голосом, тамбуром и тавлаком. Как это делается? И вот всю свою жизнь я как бы искал этот путь своего собственного выражения через современные средства, все. И вот я шел, и сейчас я
понимаешь, что вот как она есть, как она звучит, это самый лучший ее вид. То есть вы понимаете, что я потратил на это много лет, мои аранжировки признаны, мои произведения признаны, их уже полюбили. Многие не знают о Шериф Джураева, а знают песни, которые я исполняю его, уже они измененные, понимаете. Но по сути дела это то, что существует только для вот этой эпохи, для этого времени. А он будет продолжать двигаться дальше сквозь меня и будет продолжать идти дальше и дальше подпитывать следующее поколение. И вряд ли они разгадают эту загадку, как могут два человека создавать такое мощное воздействие на человека. Поэтому я думаю, что такой подход, он не подходит как раз никакой вообще фольклорной музыке, понимаете? Потому что если взять музыку африканцев, они играют на одном барабане, поют, скажут, ну это примитивная музыка, да, там нет у них ни смычковых, никаких там других инструментов. Или, например, вот это вот просто вот акапеллой поет кто-то. Я часто прошу, например, на народников или кого-то, у кого красивые глаза, говорю, не играй на инструменте, спой просто голосом. И когда человек начинает петь просто голосом, то есть я еще больше ее оголяю, потому что вот этот призвук, это все равно как бы, скажем так, это вот сегодняшнее воздействие на нее. А когда голос звучит, это вот тот же самый голос, который звучал всегда, когда-то в древности. Вот эта мелодия, если она передается вот через этого человека внутренне, вот как она звучала вот тогда. Есть такие представители есть, которые могут еще исполнить так, как оно звучало в древности. И вы сразу это почувствуете. И вот если не добавлять туда ничего, и вот послушать, как она есть, ты вдруг начинаешь слышать, что там столько аккордов, столько гармоний, столько всего. Но когда мы их вытаскиваем сюда и начинаем их нажимать, они звучат чуждо. Они вот там, в этом сокрытом виде, они вот там, вот в той форме, в которой невидимые, но чисто то ли обертоны там какие-то, то ли это ассоциации, которые в нашей психике вызываются, то ли это чувства глубоко забытые, то ли это наши предки трогают наши клетки, то ли, я не знаю, что это невозможно объяснить. Но именно в этот момент вы чувствуете богатство и чистоту этой музыки. Поэтому, исходя из этого, да, чтобы эту музыку, например, мы стремимся, чтобы она была полей, чтобы она была такая, чтобы нам на фоне других как бы этих традиций национальных не выглядеть примитивными. Но я думаю, что это не критерий, потому что оно главное, сколько души туда вкладывается. Если человек обладает такой сильной душой, что ему одной ноты хватает, то это еще более великое выражение, чем та-да-да-да-да-да-да-да, чем больше музыки всего-всего. А просто человек одну ноту берет, и все. Вот. И он одну ноту спел, одну ноту спел. Например, Зафар Наузимова возьмем. Да? Вот человек, известный своими хитами, человек, который очень много новаторства ввел вообще вот в свое время. Даже мы, которые не интересовались этим, мы все равно, на нас влияло вот его творчество. Потом, когда уже я стал старше, и когда я как-то пошел его навестить, и потом у меня был с собой рекорды записывающие, я его попросил, говорю, а спойте просто вот голосом. Я близко поставил ему, его записал. И когда вот это вот большой такой огромный просторный голос, когда он запел, в нем было столько нежности, в нем было столько красоты, в нем было столько глубины его мамы, его рода, всего. Вот эта вся история его жизни, она вот в этом звуке. Но мы ведь, например, никто этого не слышали, потому что даже не было такого момента, чтобы он подошел к микрофону и вот так просто запел. Потому что такой формы даже не было. Надо выходить и говорить «Здравствуйте», и как можно сильнее вот это греметь, подавать. Я думаю, что нам надо наоборот идти к тому, чтобы прийти к самой вот этой ячейке вот этой музыки, клетки. Вот к этой клетке, к ее простоте. Почему простота способна воздействовать? Почему простота способна пробуждать в сердце такие глубокие чувства? Как это происходит? Как? Почему эти наши народные исполнители, будучи оторванными от мира, от цивилизации, от всего, они когда начинают исполнять свою музыку, ты ощущаешь там такую высоту интеллекта. Я это и в Афганистане музыкантов слушал. Это настолько высокое искусство, что я понимал, что если сейчас вот их сюда привести самых мощных, самых продвинутых таких музыкантов западных, которые в числе тех, которых я уважаю, люблю и всю жизнь их слушал, я знаю, что у них бы просто у всех от удивления бы просто
они бы просто поразились бы. И, наверное, первое, что бы мне сказали, почему ты не работаешь с этой прекрасной музыкой? Зачем ты ее делаешь такой, как мы ее играем? Зачем ты ее переделываешь? Ты прям вот так ее и должен взять. И я бы, например, желал, чтобы наши специалисты, и наши исследователи, и наш народ, они относились очень бережно и очень тонко. Например, вот Геджак, у него 2 струны, да, вот этот. Потом сделали 4 струны, да. Казалось бы, теперь возможностей у него больше стало. Но вот эти 2 струны, да, вот мой дядя играл на Геджаке, в Кишлаке, в Азнауд, вот. И я когда приехал туда, его Геджак потом принесли, его сын у него в руках, и он говорит, ну, это вот отца моего, а вот здесь есть вот это, достал вот 4-струнный, потому что на 4-струнном он может там и Катюшу сыграть, и все, что хочешь. А я ему говорю, нет, ты вот оставь вот этот вот, ты сейчас возьми вот этот 2-струнный и на нем играй. Он говорит, ну там не все ноты есть. Я говорю, а как твой отец все ноты там находил? Он как-то через октаву прыгал, вот это делал. Вот именно вот эти стесненные обстоятельства, именно вот эти 2 струны, именно вот этот один голос, именно вот это потрясало людей, которые приходили и слушали его пение, и он выступал и в Москве, он везде выступал, и все, и покорял сердца людей, которые были далеко от Таджикистана. Как это все происходило? Я им сказал, что в Кишлаке воды стало меньше, потому что никто не играет на этом Геджаке. В вашем Кишлаке давно не звучит музыка, поэтому и вода вот такая стала. А зачем ей течь? Она тоже влюбляется в человека, она влюбляется, она течет на его звук, на его голос, на най, на Геджак. И я думаю, что мало сейчас играют, и очень много проблем экологических. Но кто в это поверит, что музыка может быть с этим связана? Для них это было естественно, потому что они жили в этой музыке. А сейчас мы это заменили какими-то современными средствами вот этой информации получения, поэтому мы заняты полностью. И поэтому наши воды, поэтому наши деревья, наша природа, она просто взывает к тому, чтобы мы пришли к простоте, чтобы мы пели сами себе, чтобы мы не играли, как на концерты выходили, там играли. Вот сидел он вот так вот себе пел, а люди проходили мимо, кто-то махал рукой, кто-то садился, его слушал. Но он не искал этого слушателя, он пел им, вот этой природе. Я поэтому думаю, что вот эти самые простые формы музыкальные, они являются основой вот этой сложной музыки, которая в дальнейшем будет все открываться. Но вот эта вот первооснова, она всегда должна быть священным источником. Она может быть любой, эта музыка, понимаете? Она может быть... Моя музыка состоит из 2-3 аккордов. Она очень простая. И она сознательно простая. Она не потому, что я не знаю других аккордов. Я бы их изучил. Сейчас интернет и все. Сейчас машина может заменять все это. Но я сознательно упрощаю музыку для того, чтобы дать больше места зрителю в ней, понимаете? Вот Акашериф Джураев, возвращаясь к нему, когда он на тамбуре поет песни, играет тавлак, там очень много пространства для того, чтобы вы могли в сердце подпевать с ним. А если там много инструментов нажму, там вам места нет. Вы сидите как зритель там, и все. А когда он поет Агарбагу, Ульшанма, волей-неволей вы с ним пошли. У вас уже здесь начинает все двигаться, все начинает. И не обязательно. А сейчас можно завести людей только танцами, там все, да. А раньше вот это тут, потому что оно пусто звучало. Поэтому поэтому есть удачные спектакли, в которых в которых один актер играет. Так это же в миллиард раз сложнее же, правда? Вот он один должен внимание людей. И такие спектакли проходят, и эти спектакли и существуют. И Аль Пачино там в Америке один проводит спектакли, и там люди не прекращают на них ходить. Почему? Потому что вот этот один человек, он даже не без взаимодействия с другими, он может передавать такие вещи, которые для людей интересны. И я думаю, что нам надо вернуться вот туда, к этому моно. Нам надо вернуться к этому моно и понять, а потом потихонечку добавить туда второй звук. Тот, который я выбираю. Да, это уже будет мое участие, понимаете? Вот этот монозвук – это наша традиция, наша культура, которая была и остается такой вот в одном этом звуке. И вот пришло поколение мое, я пришел, добавил туда какой-то интервал. Это вот мой интервал. На этом интервале я выстраиваю свои взаимоотношения с источником. Приходит другой, он добавляет 2, 3, 4. Но каждое поколение пускай знает, что оно вот такое вот. Оно
оно просто одноголосное. И что пускай они этого не стыдились, не боялись, наоборот. Чем скупее средства, тем чем проще это говорится, и чем оно сильнее на людей воздействует, тем значит больше в нем мощи, сила. Многие считают, что в сфере искусства главным источником творчества является вдохновение. Другие, наоборот, настаивают на то, что за каждым творением стоит тяжелый труд. Кто из них более близок к истине? Вы знаете, трудиться не хочется, когда не хочется. Я думаю, что трудиться – это тоже вдохновение. Знания, опыт, образованность, они могут служить человеку. Но они могут и человека свалить. Его личность может просто утонуть перед вот этой авторитарностью всей истории музыки, всей истории там, человечества. Человек может просто бояться даже звук произнести, понимаете? Вот что главное здесь. Вот эта авторитарность, Бетховен, Моцарт, все. Мы забываем, что они тоже простые люди. Рудаки, Шамс Табрези. Это просто обыкновенные люди. Но время их сделало для нас такими величественными, их произведения прошли через века, и мы, слушая их, мы не можем понять, как можно было соединить вот так два слова у Рудаки, чтобы получались такие простые слова на том языке, на котором мы разговариваем, а у нас не получается вот так просто сказать. Вот просто сказать. Я спросил, я говорю, а в чем же именно особенность вот Рудаки? Что? Я ничего такого не вижу, например, когда Бейдиль, например, или там, например, Руми, я там вижу, как заворачивает прямо это человека, да, настолько оно человека, а Рудаки в чем? И мне говорят, так просто никто не умел писать. То есть основоположник таджикской литературы, человек, который писал просто. И когда о нем писали те же люди, у которых произведения гораздо более сложные, они всегда ссылались на него как на великого мастера. Это же поразительно, понимаете, да? Да. Так вот, им двигало что? Им двигало чистое вдохновение, да? Но я не думаю, что он вот так просто эти стихи бросал. Потому что, может быть, стихи писали сразу, но для того, чтобы они писали сразу, ему надо было очень непростую жизнь жить. То есть его душа, его психика переживала такие глубокие вещи, которые на фоне него другие люди, они даже не представляли, что может испытывать такой человек. Он же должен быть очень тонким, он должен быть очень чутким ко всему, чтобы такие слова из себя доставать. Значит, элементарные происшествия в мире, которые происходят, которые людей ранят, они его убивали. Ему приходилось снова себя возрождать, снова себя спасать, снова. Поэтому вдохновение ждать – это хорошее дело, да, конечно, да, но я думаю, что иногда надо просто… Я думаю, что самый лучший путь – это посвящение. Но бывает, когда мы влюбляемся в девушку и сочиняем какую-то музыку для того, чтобы исполнить и ответное вот это вот чувство вызвать в ней, да. А тут это просто вот эта благодарность, вот это вот какое-то вот понимание того, что есть что-то большее, вот этот источник, который дышит через меня, который двигает моим сердцем, который направляет мою жизнь, который меня спасает из самых невероятных ситуаций, который подсказывает мне самые трудные моменты, правильные решения, да. И вот когда мы посвящаем себя этому, я думаю, что это источник бесконечного вдохновения. Каждая ваша песня мгновенно становится хитом. И по этому поводу можно привести много примеров. Но я бы хотел говорить об одной вашей песне на слова великого Рудаки. Что вас привлекло в этой газели? Ее необычайно трогающая внутренняя мелодика или высокое содержание? Или просто слова самого поэта? Во-первых, хочу отметить, что мои песни не становятся моментально хитами. Почему? Они проходят долгий путь. Вот возьмем «Чак-чаки Борони Багор», да, например. 4 года эта песня на кассетах звучала. К сожалению, у нас репертуар, как бы состоящий вот исполнителей современной музыки, он в основном предназначен для свадеб. Понимаете? И вот, например, если взять песню «Айнури Ходо», то человек, который в ритме свадеб привык воспринимать музыку для себя, он ее серьезно не воспримет. Но если он, конечно, боль какую-то испытывает в сердце, если он тоскует по родине своей, если он далеко уехал куда-то, если еще чего-то, он начинает этот отклик оттуда чувствовать через вот свою вот эту рану, через боль. Поэтому эти песни все, они прошли долгий путь. То есть перед тем, как стать
как бы популярными, они уже становятся популярными тогда, когда я их уже отпускаю, знаете. А тогда, когда вот они создаются, они еще очень долго варятся. Вот узбекскую песню, которую я написал, она только сейчас, о ней начали говорить это в Узбекистане, некоторые узбекские певцы ее перепевают. Я когда узнал, что Рудаки был последним поэтом, который нес вот эту вот жизнерадостность, вот как бы сказать, солнечный период таджикского народа, да, вот этот вот, когда этот народ был на вершине вот, да, своего вот выражения, да, скажем так, и когда он был известен всему миру как высокодуховный народ, высокообразованный народ, народ, который несет всему миру потоки культуры. И вот тут Рудаки как раз был певцом вот этой эпохи. И вдруг меня это заинтересовало, понимаете, потому что все остальное творчество, оно уже все боль, вот это все, это же интересно вдруг. Я взял эту книжку, которая у меня была, я думаю, я должен сочинить на его слова песню какую-то, потому что, надо дань уважения дать такому человеку, который... Вот я сидел, я ничего не мог придумать. И так нажимаю, и так его беру. Вот он не поется у меня. Я и так его говорю, он не говорится. И так его говорю, никак он не получается у меня. Я закрыл эту книгу, положил и понял, что это значит. Мне туда вообще не надо ходить. И вот это, как бы я оставил эту мысль, эту идею, чтобы это делать, и уже в Алмате, когда я сидел, работал в студии, а эта книжка у меня просто лежала на столе. И мы писали музыку к фильму «Шик» Бахтиёра Худоназарова. Он меня ждал там в Австрии, все. И вообще не та тема. И мы сидим, работаем, все туда-сюда. И вдруг у меня гитара была в руках. И что-то мелодия какая-то у меня в голове заиграла. Я сижу, думаю, что такое? Интересно, что может это быть? И книжка, думаю, ну-ка, вот так открываю ее, и прям попадаю на этот стих, и он весь вот так ложится туда. То есть тогда, когда я не ставил перед собой целью написать, то есть когда я его узнал как себя самого, когда я нашел вот этот путь к тому, чтобы говорить с ним как с реальным человеком, в моем понимании, мне с памятником трудно говорить, мне с историей описания его жизни других людей трудно говорить, мне его надо самому узнать. И вот это время, с того момента, когда я в Душанбе сидел, пытался написать, и уже это Алмата, вот этот путь мне понадобился прожить какую-то череду событий, какое-то понимание, какое-то осознание. Вдруг туда входит вот этот поток, и я открываю еще эту книгу, и на этой же странице именно вот эти слова все туда попадают. И когда они туда попадают, я их пою, не понимая абсолютно, про что они. Ну как, я понимаю, но я еще не вникаю в слова. Пока они для меня только слоги, которые совпадают, все. Я еще туда не попал, понимаете. Потом, когда они туда сели, я очень сильно обрадовался, что у меня появилась песня на слова Рудаки, как я и хотел. Я очень обрадовался этому, и мы начали ее готовить, она очень легко подалась. Этот проигрыш сразу появился. Вот все, буквально секунда одна, она зрела, видимо, долго. И когда уже я ее начал петь, когда ее начали люди слушать, когда ее уже услышал зритель, когда она прозвучала от меня, и когда оттуда пришел вот этот отклик, вот тогда я начал понимать, что я пою. Тогда я начал понимать, о чем он поет, что он вложил в эти слова. Если бы эту книгу открыл, я бы прочитал, хороший стих, дело такая, амеджу и манера, да, все нормально, красиво, поэтично. В принципе, не моя тема, да, не моя. А тут ты вдруг попадаешь прямо в то, что он тебе прям показывает, что я тебе дарю то, что соответствует тебе именно в этот момент. Вы не можете это умом своим найти. Это может быть только вот так вот подарено. И такая же судьба была у песни «Суруди Неки». Тогда я вообще далеко был все. Но я Луиха лично знал, очень сильно его уважал. Как человека мне он нравился, такой человек. Не понимал я его роли вообще какой-то. Просто близкий человек нашей семье, все туда-сюда. Там мы с ним вместе оказывались, тут. Но не настолько, насколько сейчас, например. Да, вот я понимаю, что это для нас как
как небо такое безграничное. А тогда просто я думаю, надо какую-то песню. Открываю и сразу на нее, и сразу до нее, и сразу вот пошла она. При моем полном незнании акцентов, при моем полном незнании этих вот ударений всего, вот просто она легла туда, и все. Вот. А другой раз сажусь, вот я выбираю это, мне говорят, вот возьми вот этот стих, там очень глубокий смысл, ты на него сочини. Я смысл понял, мне все объяснили. Люди, которые хорошо разбираются, они мне рассказали все. Я сажусь, ничего не получается. Потому что я уже знаю про что оно, и у меня душа не хочет еще туда что-то добавить. И оно как будто вот, его не надо трогать, мне уже его объяснили. А вот именно то, что вы не понимаете, оно как элемент, призывающий, приглашающий к исследованию, оно может вас туда, пригласить туда, и вы читаете этот стих, вы имеете дело с личностью, представления о которой вообще не имеете, кто он такой. Пока они не стали моими современниками, пока они не стали такими же, как я, пока они не перестали быть для меня Шери, Балан, там туда-сюда, страшно было, понимаете, с этим дело было иметь, очень страшно было. У меня нет такой легкости, как у Амадзуэра, чтобы спокойно вот это вот как-то, да, от моего вот такого, как бы, такого ощущения, что я все-таки учился в русской школе, все-таки я, может быть, что-то упускаю там где-то, может быть, я не настолько вот какой-то есть такой вот, заставляет очень осторожно как бы туда входить, осторожно с материалом работать, да. А вот тогда, когда я не подумал об этом, когда я доверил себя этому, кому доверил? Своей земле, своей крови, своим предкам. Когда я доверил себя вот самому себе в лице Рудаки, вот тогда она появилась. Пока мы не узнаем себя теми, кого мы хотим выразить, кто бы он ни был, Лоих Ширале это пускай будет хоть это вот пока ты не почувствуешь, что он чувствовал тогда, когда писал это, а почувствовать ты можешь только тогда, когда ты превратишься в него, а превратишься ты в него тогда, когда ты позволишь ему место в себе, тогда тебе надо свою личность устранить и полностью превратиться в него. А самый удобный способ – это увидеть его самим собой. А есть ли в вашем творчестве песни других композиторов? Песни других композиторов, да, есть. Вот, например, очень популярная песня «Азизон». Ее написал Масудшой Мачоев, с которым мы вместе написали «Чак-Чаки Борон и Бахур». Там я музыку написал, он слова написал. А эта песня полностью его, и так же, как и Дарфирох и Джонон на слова Лоути, тоже это его мелодия. «Парвос конеймор галафо», это тоже его мелодия, но редко. Чаще как бы у меня много своего материала. Очень сложное дело в жизни это понимать друг друга. Очень трудно людям с друг другом быть. Особенно два певца, когда на сцене, когда два композитора рядом сидят. Они без конца друг другу уступают, без конца вот это. Очень трудно прийти туда, где они начинают быть такими естественными, как они в одиночку это делают. И вот когда людям это удается делать, мы понимаем, что эти два человека преодолели свое эго, они преодолели свою личность, каждый уступил другому место в своем сердце, и они в этом сотворчестве создали что-то уникальное. В современном музыкальном мире возникают и развиваются очень интересные тенденции. Насколько они влияют на нашу музыкальную культуру, и что нам надо делать, чтобы мы тоже были на волне этих событий, а с другой стороны, не разрушат ли процессы глобализации нашу идентичность? Вопрос самый главный. Вот этот вопрос самый главный для каждого человека, именно относительно себя самого. Насколько мне воспринять этот мир, чтобы не разрушить свою вот эту вот уникальность? Она-то не разрушится, потому что она сотворена более высоким разумом, чем мой, который может себе причинить вред. Но дело здесь в том, что себя можно забыть. Понимаете, мы можем забыть самих себя и превратиться в тех, кем мы хотим стать. Если я, становясь кем угодно, не забываю себя самого, тогда мне ничего не угрожает, понимаете. Если я хочу себя сделать красивее, чем я есть за счет того, чтобы себе добавить краски какой-то другой культуры, то я себя этим погублю. Но если я хочу прожить опыт как бы другой культуры, других, например, каких-то открытий через свою жизнь, но при этом я всегда помню, что я – это я. Поэтому, если основа
наша всегда является вот та культура, та традиция, в которой мы выросли. По традиции, что я имею в виду? Не голое вот это вот музейное описание. Это не книги об этнографии, а вот моя жизнь. Вот я родился в 1959 году, напротив ЦУМа, в советском Таджикистане. Вот я тот таджик, понимаете, тот таджик, который вот такой. Он не такой, как рудаки, он не такой, как все остальные, понимаете, которых можно без конца перечислять, которые известны на весь мир, понимаете. А я именно тот, который должен пройти мой опыт жизни. Мы неминуемо будем впитывать в себя окружающий мир. Мы никуда от этого не денемся. Первое, что бы я сказал, от себя, от моего опыта. Ничего нам не угрожает, чтобы потерять свою идентичность. Если мы ее полностью потеряем, ее все равно эта природа создаст. Все самое лучшее в нас создано естеством природы. Этими горами, этим воздухом, этими дождями, этими ветрами. Это же творчество, которое мы делаем, это через нас, это земля, это природа, это вселенная, она себя выражает через нас. Эти песни, это же песни трав, гор, деревьев. Мы просто рупор, мы просто их передаем. Поэтому, если мы будем исходить из страха того, что мы потеряем свою идентичность и свою основу, тогда мы точно потеряем ее, понимаете? Нам надо найти такую опору, в которой мы точно себя не потеряем. Если он через какого-то любимого человека, или через родной город, или через что-то, если он себя связывает с чем-то безграничным, бесконечным, он никуда не может потеряться, он не потеряется никогда, понимаете? Вот давайте будем исходить из того, что нам ничего не угрожает. Если даже принесет сюда какое-то влияние, и здесь все прически другие сделают, и начнут на таджикском разговаривать, то-то, и начнут вот так петь, оно все равно выровняется, понимаете, потому что вот по моей жизни, я же тоже пытался эту музыку нашу народную сделать рок, я ее и так крутил, так крутил, а сегодня я все больше и больше прислушиваюсь к основам, к истокам. Почему? Потому что душа моя этого хочет, тело мое этого хочет, понимаете? Этого хочет вся моя суть. И вот когда я прихожу к этому, только тогда ценным является мое то, что я таджик, и то, что я люблю свою родину. А так просто, что, мы все любим, разговора нету. То есть патриотизм. Вот этот патриотизм открывается тогда, когда вы искренне, и когда вы без принуждения приходите к своим истокам, когда вы возвращаетесь в свой родной кишлак, в котором вы провели детство и всегда мечтали убежать в Америку, а потом, когда вы убежали в Америку, и там вас спросили, а ты откуда? Ты говоришь, я с Таджикистана, а что у вас? И ты понимаешь, что ты ничего не знаешь о своей земле, ничего. Тебе нечего рассказать им. Оттуда появились какие-то арабы, они рассказали про пустыню, отсюда появились какие-то исландцы, они рассказали про свою страну, а тебя спрашивают, а ты ничего не знаешь. И тебе так хочется вернуться обратно и снова это все прожить, узнать и рассказать им свою историю, свое. Даже те, которые уезжают отсюда, они уезжают туда только для того, чтобы потом тосковать по этой земле. Мы не можем быть оторванными. Они выполняют какую-то свою миссию тем, что уезжают. Они вернутся сюда с большой любовью. Они будут готовы впитывать в себя вот эти истинные, вечные вот эти ценности этой земли, этого народа. Как пели, неторопливо пели. Музыка была намного спокойнее, намного она была тише. Никто никуда не торопился, понимаете. Она звучала абсолютно не торопясь. И вот она постепенно разворачивалась, она раскручивалась. Мы народ, который корнями уходит в древность, все это, а что, это ни о чем не говорит. Я должен сам это исследовать, я должен сам это понять. И когда это исследую, когда это пойму, тогда это своим языком я расскажу другим. Но когда мы начнем это ценить? Когда у нас жажда будет в сердце. А когда нас еще привлекают другие вещи, которые вы не сможете никак искоренить, айфоны, все эти вещи, потому что они орудия сегодняшнего дня, люди через них работают, действуют. Мы не можем их уничтожить, убить, устранить. Мы не можем сейчас всех свадебных музыкантов лишить их хлеба и заставить их заниматься большой музыкой или все. Это надо все идти к этому надо гармонично, к этому надо идти так, чтобы не поломать никого, никому не нанести никакой раны. Пусть пока вот
они идут туда, пускай они... Главное, что они увлечены чем-то, понимаете? Главное, что они чем-то занимаются увлеченно. У нас много интересного, но оно очень потихонечку растет, развивается. Не потому, что ему кто-то мешает, а просто потому, что вот настолько, насколько мы способны, мы настолько и расцветаем, как цветочки, понимаете? Мы раскрываемся. И оно раскрывается, оно цветет. Но зачастую мы торопимся, зачастую мы боимся чего-то, зачастую мы... У нас же тоже есть люди, которые продвинулись в работе с искусственным интеллектом, там какие-то ребята графикой занимаются. У нас много, у нас все это есть. И эти ребята, я вот с ними общался, они не так далеко оторвались от корней своих, они достаточно... И я думаю, что даже в их профессии их успех будет зависеть именно от того, насколько они глубоко несут в себе вот эту вот силу наших предков, потому что только эта сила может дать такое благословение, чтобы вы были успешными в Америке, где бы там, ну где бы мы ни выступали, как бы мы ни выступали, наша программа, наш голос, наш язык, все, что мы говорим, все, что мы рассказываем, это про эту землю, про этот народ, хотя я его не разделяю с другими народами. А про что нам еще рассказывать? Поэтому нам ничего не угрожает, мы не потеряем свою идентичность никогда. И главное, не надо в эту сторону усилий прилагать. Наша культура, она является частью огромной мировой культуры. Мы являемся охранниками ее. Так же, как Шекспир, он мой, он ваш, он не принадлежит Англии. Так же, как и Фирдауси, он принадлежит им. Вот так надо нам жить. Поэтому чем больше мы будем друг другом обмениваться, чем больше мы будем друг друга видеть, встречаться и перенимать у друг друга, тем нам лучше. Но при этом надо прививать к нашему стволу, к этим корням именно то, что способно там расцвести, раскрыться. А не делать это вот, не вынуждать, не принуждать, вот срастать вот это все, понимаете? Потому что, например, если взять классическую музыку, академическую музыку таджикскую, там есть много чего интересного, да, такого, очень своеобразно, особенно когда работы прошлого времени вот с архива радио попадаются, звучат, ты понимаешь, что там люди очень серьезно работали, очень серьезно, но она же не такое вот популярное у народа. Значит, мы должны найти какую-то форму, донести до людей красоту этой музыки. Они когда будут ходить в оперный театр, и когда оркестр будет играть, им только надо туда попасть. Когда они туда попадут, когда оркестр зазвучит, он никого не оставит разнос, потому что это звук, это так прекрасно, это так красиво. Но мы пока туда идем, и мы найдем эту форму. Мы найдем эту форму такую, при которой, например, академическая музыка, она будет как бы свою лепту вносить, фольклор будет фольклор. Те, кто обрабатывает фольклор, будут заниматься своим делом, но они не будут своим делом накрывать этот фольклор. Они не будут его переделать настолько, чтобы переделать сам фольклор. Фольклор будет без конца питать этих экспериментаторов, людей, которые занимаются опытом вот, исследования, обработки вот этой народной музыки и народных традиций вообще всяких. Мы, знаете, в конце концов поймем, что наши предки, которые тысячелетиями эти традиции придумали, они же их пробовали, так попробовали, так попробовали, так. Они придумали, как на этой земле лучше жить. И мы можем этот опыт взять сегодня, его использовать. Но мы, конечно, не можем сейчас бросить как бы современные цивилизационные какие-то вот скоростные какие-то способы, но надо найти путь того, как они могут друг друга, как бы друг друга принять. Вот эта древняя великая культура и современные вот эти вот открытия мировые. Мы от них никуда не денемся. Ну, ваши песни, наверное, самые тиражированные произведения музыкальной культуры всего среднеазиатского региона. Как сами относитесь к тому факту, что их очень часто включают в свой репертуар другие певцы? И вполне естественно, что по качеству исполнения они находятся на разных уровнях. Как вы думаете, кому более успешно удалось исполнить их? Вы не ревностно относитесь в этом плане к другим? Очень ревностно. Знаете почему? Я всем им говорю, это слова, которые я нашептал своей любимой на ухо, мои песни. Я думаю, что вы должны своим любимым свои слова собственные сказать. Я не против того, чтобы пели мои песни, потому что они и создаются для людей. Но им надо проникнуть глубоко, взять чью-то песню и просто исполнить,
потому что эта песня уже стала популярной, потому что она стала уже как бы известной. И взять и успеть – это самый легкий путь, при котором исполнитель очень много упускает. Чего упускает? Упускает возможности прожить вот этот вот опыт вот этого вот произведения, которое несет в себе громадный потенциал. Да? Предположим, если бы я пел бы песни Амазуэра, просто бы вот так их брал бы и пел бы, да, они бы все равно были бы популярны, потому что она сама по себе песня популярная. Биоэйд, что там взять, ее просто спеть. Как он все проигрыши, все вот так же оставить, все спеть, все. Но я не могу быть Амазуэром. Это другой человек, это другая личность, это человек с абсолютно другим темпераментом, это человек с каким-то неудержимым вот этим вот энергией, да. И я его песню, когда исполняю, я ее исполняю по-своему. Я исполняю так, как я ее чувствую. Для того, чтобы мне эту песню исполнить, для того, чтобы мне пришлось себя найти в этой песне, понимаете? Это значит, если бы тот же Амазуэр бы услышал эту песню, он бы понял, что этот человек его же историю рассказал по-своему. Если они мои песни расскажут по-своему, это мне очень интересно. Мне нравилось, когда меня раньше в школы приглашали на встречи какие-то, да, и вдруг как кто-то из детей брал гитару и пел какую-то мою песню. Это было так красиво, вот этот детский голос поет песню какую-то мою. Я прям наслаждался, я слышал такую чистоту, я слышал такое прекрасное исполнение, которое даже себе представить не мог, понимаете? Потому что мои представления о моем творчестве, они ограничены моими представлениями о том, что оно все. И вдруг этот ребенок их расширяет вот так. И когда они некоторые обращаются ко мне и просят разрешения спеть песню, а некоторые не спрашивают, поют, я им говорю, вы же могли меня не спросить и исполнять вот как вот эти люди. А почему вы меня спрашиваете, если другие могут просто взять? Ведь как бы авторские права еще пока не настолько, они здесь это на территории вообще Азии, где-то они, еще пока это в процессе, да, мы еще пока туда идем. Я говорю, почему они не спрашивают, а вы решили меня спросить? Они говорят, ну, это же некрасиво вот так взять просто вашу песню. Я говорю, здесь дело не в красоте и не красоте. Дело в том, что если вы спросите автора, например, о том, что просто сказать, что я хочу спеть вашу песню, да, тогда я сразу спрашиваю, а что тебя в этой песне тронуло? И я начинаю с этим человеком говорить. Если этот человек расскажет свое впечатление об этой песне, таким образом он может ее петь. Значит, у этого человека есть отношение к этой песне. А другой человек говорит, о, она такая красивая, вот я взял, просто хотел спеть. Я говорю, вы просто хотели использовать эту песню для того, чтобы прославить себя. Вот это некрасиво, понимаете? Потому что если этот человек вложит свой труд туда же, и он ее споет по-своему, это уже не моя песня, это его песня. Это уже другая песня. Это песня, которую пережил этот человек. И когда я говорю какие-то слова, и другого человека говорят, вот он повторяет ваши слова. Я говорю, нет, он не повторяет мои слова, он уже их пережил. Когда он их пережил, это уже его слова. Слова-то одни и те же, а там уже продолжение того, что я сказал. Этот человек вобрал в себя, он это прожил. И поэтому я говорю, что когда вы спрашиваете меня разрешение, фактически вы можете не спрашивать, потому что я вас не найду. Где вы? Гоняться за вами, кто поет мостам, кто поет чок-чок, кто поет то-то, 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 то-то. Я не смогу за ними гоняться, у меня нет времени воевать ни с кем, кого-то ловить. И не хочу я быть вообще это воином. Но вы получаете благословение человека, который у истоков этой песни является. Вы получаете, этот человек вам дает дуо свой. Он вас благословляет на то, что у вас сразу получится. Вы там что-то найдете, у вас что-то будет. Некоторые мне прям говорили, я хочу вот эту песню твою спеть, можно я приду, ты научи меня, как ее спеть. Это уже ближе гораздо. Потому что этот человек считает, что он не может туда войти, в эту песню. Он никак не может туда войти. И он меня спрашивает, как туда войти. И я тогда ему скажу, что тебе надо зайти туда своим путем, не моим путем. Потому что ты зайдешь моим путем, тогда тебе надо превратиться в меня. Если ты превратишься в меня, ты свою личную жизнь потеряешь. Ты станешь моим копием. И когда ты станешь моей копией, ты свою собственную жизнь должен отречься от нее. А зачем тебе? Самое ценное – это твой путь, твой опыт, твоя жизнь. Ты можешь это же самое своими словами сказать, по-своему это выразить. Не надо тебе делать это, как я, но для этого тебе надо ее прожить.
А как ее прожить? Ты должен понять, хотя бы спросить, а как вы эту песню сочинили, откуда она пришла, что было, вот как. И когда ты, понимаешь историю этой песни, тогда ты уже ее услышал, тогда ты уже понимаешь, тогда ты понимаешь, что тебе нужна другая аранжировка, тебе нужна другая тональность, ты по-другому споешь это, и ты начинаешь работать над ней. И когда человек начинает работать над ней, это как бы его молитва. И когда он работает, волей-неволей он туда вкладывает свою душу. И когда он туда вложит свою душу, когда он будет ее петь, люди услышат, что он ее поет абсолютно по-другому. Этот человек поет эту же песню, тогда она является ценной. Это как бы продолжение того вот этого импульса, который я получил, теперь этот человек его продолжил. Понимаете? Продолжил. Потому что если сегодня был бы жив, например, Кашир Джураев, я обязательно пошел бы к нему и ну-ка сказал бы, ну-ка спойте, пожалуйста, вот прямо вот здесь, вот как вот. Потом бы спел сказать, почему у меня не получается вот как у вас? Скажите, мне было бы интересно с ним вот немножко поработать. Потом он бы пел, я бы ему подпевал бы, и мой голос туда никак не ложится. Я бы спросил, почему мой голос с вами не ложится? Почему это Муким с вами поет, у него голос прям сливается, почему у меня не сливается? Он бы мне много дал того, чего еще дороже, чем эта песня, понимаете? Он бы во мне раскрыл какие-то стороны, которые необычны. Маруф Ходжаба Удуров, вот, величайший тоже исполнитель, мне посчастливилось с ним какое-то время провести. И я ему говорю, как же мне вот так научиться петь, как вы поете? А он говорит, просто очень. Я говорю, как? Он говорит, вначале ты сядешь со мной, я спою тебе. Второй раз ты споешь со мной. А третий раз уже ты споешь, я встану и уйду. То есть ты будешь петь со мной, а когда я уже почувствую, что ты можешь петь без меня, я просто уйду. Вот это настоящий мастер, это настоящий человек, который действительно был настоящим учителем. Многие исполнители с течением различных обстоятельств и времени постепенно теряют свою аудиторию или наоборот, обретают новую возрастную группу поклонников. Вашу музыку одинаково воспринимают и молодые, и старцы. В чем секрет? Я думаю, что знаете, главная аудитория кто? Это дети и старики. Потому что если детям и старикам нравится, молодежи автоматически понравится. Молодежь больше реагирует на то, что вот соответствует этому времени. Детей невозможно никак это подкупить. Вот никак. Но вот если им что-то нравится, нравится. Если не нравится, хоть им 100 лет будут говорить, что там Далер Назаров, им это вообще все равно, понимаете? Потому что я видел детей, которые пели мои песни, а видел взрослых, которые приводили ко мне детей, говорят, целыми днями он твои песни поет, научи его играть. А я смотрю, в нем вообще этого нет. А это желание его отца, который хочет переместить в него свое желание, и через него сам он не научился, сам он этого хотел, теперь хочет через своего ребенка, понимаете, да? Реализоваться. Да, реализоваться. Я думаю, что секрет здесь только в том, что не надо петь для кого-то, надо петь для себя. Если вы себе самому поете, себе-то соврать трудно. Если вы можете петь себе самому, если вы себе самому поете, тогда вас все будут слушать. Другое дело, что вы можете не быть таким супер популярным. Как стать популярным, я не знаю. Как завоевать массы людей, я не знаю. Но как сделать так, чтобы тебя услышали, я знаю. Ты должен просто петь самому себе. Ты должен петь себя самого. Ты должен рассказывать о себе. Ты не можешь сказать, вот я пою народу. Народа нету, понимаете? Это абстрактная единица для удобства выражения народ. На самом деле народ состоит из людей, каждый из них отдельно. Я когда в зале выступаю, я не могу сказать, что это зрители. Я их всех вижу, всех. Я их всех вижу, я чувствую их всех, кто о чем думает, все. Я не вижу конкретно лица, они там в темноте. Но я не могу сказать, что это зритель, потому что и каждый из них выбрал в этот день прийти на мой концерт. Я с ним один на один разговариваю. Я только с ним разговариваю. И с каждым из них разговариваю один. Я обращаюсь к каждому из них. Я не обращаюсь к этой массе. Я думаю, что вот это тоже секрет. Когда ты рассказываешь им свое сердце, свою душу, когда ты им рассказываешь вот этот свой опыт жизни, когда ты делишься своим опытом жизни, и ты искренне им перед ними открыт, а исполнитель, он всегда открыт.
Потому что ты, когда поешь, открывается душа твоя. Ты не можешь ничего спрятать. Если ты голосом своим, если ты хоть чуть сфальшивил, твой голос моментально тебя выдает. Какой-нибудь сделает, какой-нибудь мелизм, при помощи которого ты хочешь себя сделать красивее. Я должен просто превратиться в того, которого я играю. А в данном случае я превращаюсь в себя самого, который то рудаки, то руми, то еще кто-то. Это они не чужие, не другие. Это не тот, который взял их произведение. Я вещаю их. Я доношу в этот момент его слова, являются моими словами. Я ни капли сомнения не чувствую в том, что сказано в этих словах. Даже слова, которые я сам написал, потому что они мною прожиты. И некоторые песни – это мои слова, я их пою, потому что я знаю, что я говорю то, что я действительно прожил, а не то, что я придумал для того, чтобы их покорить в своей песне, своей музыкой. Я не стремлюсь их покорить. Я не стремлюсь стать самым популярным, самым знаменитым, самым каким-то. Я просто пою саму себе в присутствии большого количества людей. Вам близка тема всеобщего единения. Как вы к этому пришли? И вообще, как обрести покой и уверенность в себе в наше нелегкое время? Если сказать вам по честности, мы все стремимся к единению, понимаете? Вот все в этом мире направлено на то, чтобы вот найти вот это согласие. Вот все. Даже эти войны, когда люди, они воюют, они через эту войну хотят прийти к какому-то виду согласия, которое может быть не гармонично или чего, но оно в итоге все равно, вот оно про это, понимаете? Как прийти к согласию? Это когда ты перестаешь судить. Когда ты перестаешь судить окружающих, когда перестаешь судить себя. Не знаю, насколько мне это удалось. Я думаю, что я еще пока попадаю в какие-то моменты, когда начинаю судить или еще что-то. Но я, по крайней мере, понимаю, насколько это важно. Почему? Потому что опыт каждого человека абсолютно невозможно. Невозможно ничего сказать про жизнь другого человека. Вот ничего. Вы только можете сказать, что я желаю тебе благополучно пройти твой опыт жизни, чтобы когда ты оставил себя здесь, чтобы ты ушел удовлетворенный, чтобы ты ни о чем не жалел. Я могу только пожелать людям чего-то. Я не могу их изменить. Я хочу людям рассказывать, насколько это прекрасно тогда, когда ты способен соединяться с человеком, а не тогда, когда ты способен доказать, что ты в более преимущественном положении находимся, чем он. Мы все служим друг другу, мы все друг друга вот раскрываем, друг друга несем, все. Что нету никакой противоречия, нет никакой войны, нет никакого соперничества. Мы просто по незнанию воспитались в этом состязании. Кто лучше, кто сильнее, кто вперед, кто красивее, у кого голос выше, у кого нота выше, у кого вот это. И все на этих встречах, на всех пытаются друг друга обогнать, обойти, на всех этих фестивалях. Когда-то были другие победители в моей жизни. Меня вообще не считали победителем. Ни голос мой, ни творчество мое, оно было какое-то чужеродное. А были абсолютно другие кумиры. Сегодня я такой же, как они, на фоне меня расцветают другие, которых никто не замечает, потому что я есть. Но я-то это знаю. Я-то знаю, потому что я же знаю, что я тоже расцветал на фоне других. И сейчас, когда меня считают, что я как будто бы какой-то, вокруг меня много, бесконечное количество неизвестных, которые завтра вот так взойдут. И я не хочу быть им преградой. Я не хочу, чтобы я у них на пути стоял. Я хочу служить им, чтобы они обрели крылья и чтобы они полетели выше, чем я летаю. И это все я говорю, потому что я это все прожил. И ревность, и зависть, и все. Я их проживал. Я завидовал другим, я не мог как кто-то сделать чего-то, но оно меня научило. Оно меня научило ценить вот этот урок, который дарит тебе этот мир, эта жизнь. Мне везде приходилось проживать вот свои слабости, свои проигрыши, свое непризнание, свое неумение петь, неумение что-то делать, вот что-то. Впервые, когда эти песни пел Акаш Шериф Джураева, люди его, которые почитавшие, любившие, они не могли слушать меня, потому что я был исказителем этого прекрасного выражения. Со временем я обрел свое собственное место рядом с ним. Я получил право свое, чтобы я мог вот так петь, как я пою, понимаете? Но я пришел к тому, что я всегда хотел
как можно больше взять оттуда. И до сих пор тоже. Я беру, ставлю, слушаю, и опять я, оказывается, не услышал ничего там. И снова включаю, и опять я беру. Я беру от всех, От кого? От молодых, от незрелых, от которых вообще никто слушать не хочет. Я беру. Вот малейшее впечатление, я уже благодарю человека за то, что он мне дал. Ощутить снова мое желание расти, развиваться, подниматься. Они же меня привели к этому. Те люди, которые мне грубили, те люди, которые меня не признавали, те, которые мне по шее давали, те, которые мне говорили, ты никто, они меня толкнули вот к этой силе, к этой воле, чтобы я себя вот таким создал, который сейчас. И я говорю, что к этому можно прийти без войны, к этому можно прийти абсолютно другим путем. И можно абсолютно привить другие ценности по общеобразовательной системе. Не надо быть лучше всех. Надо быть самим собой. Огромнейшее вам спасибо за очень интересную и содержательную беседу.